Всем привет! Я зашла на этот раз на 3 минуты раньше. Обычно у меня вечно были какие-то технические неполадки, но сегодня я решила зайти вовремя и даже чуть-чуть раньше. Надеюсь, вы подготовили свои вопросы, потому что тема будет очень такая актуальная, к сожалению. А COVID. Здравствуйте. Я тут ранее сидела и выписывала ваши вопросы, которые вы мне отправляли. Но мы будем ждать и ваших сегодняшних вопросов, которые вы будете задавать прям вот в прямом эфире. Но будут учитываться и другие вопросы, которые нам писали ранее. Сейчас будем ждать присоединения страницы Денсолог KG с нашим врачом, чтобы вы могли задать ей все интересующие вас вопросы. Всем привет! Присоединяйтесь, пока оставайтесь с нами. Скоро к нам присоединится страница Денсолог. Я зашла на 3 минуты раньше, поэтому вы пока можете задать какие-нибудь другие вопросы, если хотите, если я успею на них ответить. Привет, Зинат, как дела? Надеюсь, детки твои здоровы, все хорошо, да? Давайте вы пока присоединяйтесь, обдумывайте свои вопросы. Скоро к нам присоединится детский врач КМН, заведующая Ахмадет. Вот запрос. Ожидаем присоединения. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Здравствуйте. Как ваши дела? Как ваши дела? Да. Хорошо, как ваши? Хорошо, как ваши? Тоже, слава Богу, хорошо. Сегодня вовремя вышли в эфир. Не как в прошлый раз. Не как в прошлый раз. С чего начнем? Начинаем зачитывать вопросы, да? Да, сегодняшний эфир у нас посвящен как раз COVID-19 и дети. И если вопросы по данной тематике есть, я готова ответить. Я тут ранее выписала вопросы, но мы будем зачитывать из прямого эфира то, что у нас будут задавать. Так, каковы симптомы COVID-19 у детей? Отличаются ли, чем у взрослых? Симптомы COVID-19 у детей мало отличаются от взрослых. То есть они могут протекать в разной выраженности, с разными клиническими проявлениями. Это может клиника и бессимптомна, по многим литературным данным, по литературному обзору. Дети заболевают, это данные такие мировые, от 1 до 5%. То есть они болеют меньше, чем взрослые. И варьировать клинические симптомы они могут по-разному. То есть от бессимптомного течения, потом они могут протекать легко, как вирусные заболевания, все признаки вирусного заболевания, и до того, что у них могут возникать и пневмонии, да? То есть средней тяжести, когда есть у ребенка уже пневмония, но без дыхательной недостаточности. Что такое дыхательная недостаточность, вы приблизительно все знаете. Это когда у ребенка одышка возникает, или губы посинели. И мы сейчас еще говорим, что многие, наверное, уже знают, что такое пульсоксиметр. Это когда такой аппарат маленький такой, и ничего сложного нет, на пальчик одеваешь, да, и смотрит сатурацию, то есть насыщение крови кислородом. И по этим данным мы определяем, есть ли одышка у ребенка или нет. До тяжелой пневмонии, да, когда есть очень такая, у ребенка появляется одышка, ему трудно дышать, он начинает стонать. Маленькие грудные дети отказываются от груди, старшие дети даже им тяжело разговаривать от того, что им воздуха не хватает. И все опасные признаки болезни, как многие участковые педиатры обучают,
своих пациентов, родителей, чтобы они обращали на это внимание, да, когда не может пить, сосать грудь или рвота, которая не прекращается, плюс к тому, что есть одышка. Конечно, это уже тяжелые состояния, которые требуют срочной госпитализации. И до критических состояний, то есть до реанимации. Вот. Ну, хотелось бы сказать, что да, вот мы все-таки это новая инфекция, новый вид инфекции, который весь мир сейчас изучают, ученые всего мира, да, задачены, как победить коронавирус. Вот. И говоря о том, что вот этот вирус, как он будет себя проявлять, тоже мы не можем ожидать, да, то есть в разных странах, вот когда в Китае все это появилось, они прям все время писали, говорили, что и до нас доходили слухи, что после 60 лет умирают люди. Потом, когда в России появилось и в Европе вот такое массовое заражение, уже врачи начали говорить, и молодежь, и подростки поступают, и в тяжелом состоянии. Вот. Но, слава богу, все-таки в своей массе дети, конечно, меньше подвержены коронавирусу, но по данным ВОЗ, дети все абсолютно одинаково могут подвергаться заражению коронавирусной инфекцией. И поэтому все меры предосторожности родителям надо соблюдать. Вот. И тем не менее были публикации, когда дети в критическом состоянии находились в реанимации, и есть публикации о смертности детей, слава богу, их немного. У нас в Кыргызстане тоже мы все-таки общаемся с инфекционистами. Да, были дети, у которых легко протекало, когда места у нас были, детей просто ложили, они рядом с родителями бессимптомно, ну, с положительным ПЦР-анализом, средней тяжести и ближе к тяжелому. И слава богу, еще раз буду говорить 100 раз, слава богу, что все-таки на лечение они шли хорошо, то есть выздоравливали наши детки. Извините, тут можно вот параллельно такой вопрос. Наша зрительница задает на кыргызском, я на русском Она скажу. говорит, дома есть болеющий ковид, взрослый человек, ее ребенку 8 месяцев. Что нужно делать? У них дома больной человек. Конечно, сейчас во многих семьях такое происходит, и говорить, что этого нельзя было допустить, тоже нельзя, потому что идет пандемия, да? Что делать? Ну, во-первых, нет вот такого средства, доказанного от данного вируса, то есть какие-то препараты или какие-то витамины, которые бы защитили или убили данный вирус. Поэтому сейчас в основном карантинные мероприятия, то есть больного с COVID-19 или потенциально больного, надо отделить в другую комнату. Хорошо было бы, если была возможность обсервироваться вообще в отдельном доме. Ну, к сожалению, не у всех такие возможности есть. И больной пациент, конечно, было бы хорошо, если бы он отдельно кушал, отдельно в туалет ходил, отдельное полотенце, все чтобы никто не пользовался. У нас у кыргызов есть такое одно полотенце повесили на кухне и могут вытираться несколько человек. Это совершенно противопоказано, поэтому даже и публиковали, что лучше или одноразовые салфетки сшить, что один раз обработали, постирать, или бумажные салфетки, да, у кого есть возможность. Вот. И поэтому сейчас вот только защита – это оградить ребенка, то есть подальше от данного больного, да. Ну и еще хотелось бы от себя добавить, что если вы контактировали с данным пациентом, то, может, и будут еще такие вопросы, то инкубационный период длится 14 дней. То есть в течение 2 недель вы будете ждать, пронесет вас или нет. Вот. И клиника может проявиться в течение 2 недель. А так, пожалуйста, только карантинные мероприятия. То есть все гигиенические мероприятия вы должны проводить. Раз вы контактировали с данным больным, вы не должны выходить на улицу. Это все, вы уже контактны. Поэтому, если есть родственники, просите их, чтобы они привозили к вам продукты, оставляли возле дверей, как это вы по телевизору видели, как китайцы делали, да.
чтобы не было контакта. Ни в коем случае к вам в гости никто не должен приходить, и вы в общую игровую площадку не должны идти, потому что вы потенциально можете быть уже разносчиком инфекции. Кроме этого, я бы хотела сказать, что пациент, который заразился, в течение 14 дней, допустим, он болеет, и плюс, мы говорим, 14 дней обсервации, потому что вирус выделяться может в течение 28 дней. Что такое обсервация? То есть отделиться от окружающих. То есть я сейчас часто встречаю пациентов, которые как будто бы не понимают, насколько этот вирус заразный, и не думают об окружающих. Понимаете, защищая других, вы просто... Да, нужно в этой ситуации думать не только о себе, но и о окружающих, то есть помочь нашей стране противостоять вирусу. Вы видите, в больницах нет мест, врачи все загружены. Поэтому вот такие мероприятия вам помогут как бы избежать вируса. Тут еще вопрос от одной нашей зрительницы. Добрый день. Заболела перед родами. Из симптомов есть озноб, слабость, немного кашель. Родила 29 июня путем кесарево сечения. Мне сейчас лучше пишет, но у малыша есть заложенность носа, будто мокрота в горле. Капает аквамарис. Правильно ли она делает? Да, все правильно. То, что мокрота есть, это очень хорошо. Это меньше всего похож на коронавирус, потому что при коронавирусной инфекции все-таки наблюдается чаще сухость. И мы когда говорим, если ты кашляешь и есть мокрота, уж в принципе можно избежать этой проблемы, да, как коронавирусная инфекция. Правильно вы делаете, одевайте все время маску. У детей, кроме того, что вы закапываете аквамарисом, вы не чистите нос, правильно не делаете это. Нужно правильно сделать туалет носа. И то, что вам кажется, что хрипит там в горле, это, конечно, сопельки протекают туда. Ребенок, мы уже... Если раньше вы слышали, были у нас эфиры, дети до 6 лет, у них кашлевой рефлекс не так выражен, особенно у наших маленьких детей, и они не могут вовремя откашлять. Поэтому надо помочь, то есть нас накапали аквамарисом, пожалуйста, я все время говорю, есть сейчас очень много современных подручных средств, как носовой аспиратор, да? Купить и почистить хорошенько нос, сделать туалет носа. А пока все вы правильно делаете, да. Тут еще другая пишет, как можно избавиться от мокроты ребенку 10 месяцев. Ну, почти аналогично, да? Ну, опять же, такой же этот вопрос. Мокроты, я уже еще раз повторюсь, раз у них кашлевой рефлекс очень слабо выражен и есть мокрота, пожалуйста, отпаивайте ребенка, туалет носа. Затем, значит, есть такое массаж, как вибромассаж называется, или постуральный, да. Вы можете удобно ребенка расположить, то есть или на руке, или подушку подставить под животик, спину чуть-чуть пониже сделать, и вот я вот такой делать ладошку, и вот этими ладошками бить потихонечку грудную клетку, чтобы грудная клетка вибрировала, не прям вот такой прямой ладошкой, чтобы это не было больно и дискомфортно, и немножко помочь ребенку откашляться. Они обычно срыгивают, да, мокроту? Да, если они срыгивают, ничего страшного, просто нужно вовремя то, что срыгнул ребенок, вовремя почистить, потому что если он сделает вдох, вот то, что он срыгнул, оно может тоже попасть в респираторный тракт, и тоже как бы есть побочные эффекты, да, в виде аспирационных пневмоний, аспирационного синдрома. Какие лабораторные показатели могут свидетельствовать о COVID-19 у детей? Ну, вы знаете, да, что сейчас лабораторные показатели, это прежде всего это положительный ПЦР-анализ на РНК вируса. Сейчас уже у нас, я уже видела у пациентов, многие присылали, есть этот ИФА-диагностика, когда уже берут иммуноглобулин М и G, которые действительно являются показателем, когда есть антитела к данному вирусу. Но они сразу не появятся, эти иммуноглобулины, они появятся через неделю, вот, или, ну, самое много. Поэтому и в России сейчас многим
проделали эти тесты, оказалось, что половина населения бессимптомно и в легкой форме перенесла эту инфекцию. А так, общие анализы крови, мы берем только развернутые анализы крови, где мы смотрим тромбоциты, С-реактивный белок и лимфоциты. Мы больше у старших пациентов и у взрослых берем, да, когда для данной вирусной инфекции как раз-таки характерна лимфопения, это не очень хороший синдром. Тромбоцитопения тоже не очень хороший синдром. Ну, детям не обязательно, если они переносят среднюю тяжесть заболевания или в легкой, не обязательно эти анализы сдавать, лишний раз ходить, контактироваться. Вот. И самый такой основной сейчас инструментальный метод – это рентген-диагностика. Не то, что рентген-диагностика, а КТ легких. Вот именно при компьютерной томографии, как и в России, и в других странах, у них даже целая классификация есть по поражению легких, да, 1, 2, 3, 4, 5 степени. И на КТ легких это, конечно, все можно увидеть, синдром матового стекла, и когда видно, что это интерстициальная вирусная пневмония. Но детям не обязательно делать эти исследования, потому что все равно высокая доза облучения нежелательна. Детям мы КТ делаем только в крайних случаях, когда надо дифференцировать какие-то тяжелые заболевания. Поэтому достаточно и рентген, если есть на это показания. То есть если врач решил, что нужно сделать рентген, только в том случае. У какой части заболевать? Ой, что-то не слышно. Еще раз можете повторить? У какой части COVID-19 заболевание противосимптомно? Ну, на этот вопрос вам никто не скажет. Есть, конечно, публикации, это уже и китайские, да, когда они уже 2000 заболевших детей. То есть пока пока пандемия прям развернулась, никто вам эту статистику не посчитает. Вот есть публикации какие-то, количество детей, которые в основном китайцы сейчас публикуют, европейские есть, американские. И, конечно, у детей большая часть детей бессимптомно, бессимптомно переносили это заболевание, большая часть в легкой. И в разных публикациях разные проценты дают в зависимости от общего количества наблюдаемых, то есть 100%. Это могут быть и 1000 детей, у кого-то публикация, там 200 детей, поэтому точного процента, конечно, вам никто не скажет. Ну, еще хотелось бы сказать, что да, дети у нас в основе своей, они могут, вот эти последние наблюдения, даже и я вот вижу, когда в семье болеют, детки иногда просто-напросто температурят, иногда высоко. Когда нет каких-либо признаков пневмонии, пожалуйста, таких детей, вот у меня семья, они своего ребенка просто отпаивали, и когда высокая температура была, я им говорила выше 38,5, если ребенок хорошо переносит эту температуру, дать ибупрофен. То есть жаропонижающий тоже мы не даем планово, мы только при повышении температуры. Отпаивали, и ребенок прекрасно выздоровел. В то время, как, допустим, родители, чуть-чуть тяжелее им было. Вот. Поэтому в основном еще и описывается, что дети грудные, они могут просто как гипертермию давать, то есть у них заболевание протекает, просто-напросто повышается температура и других признаков нет. И при этом, конечно, не надо сразу самостоятельно давать антибиотики, или уже сейчас пишут какие-то очень-очень высокие дозы витамина С, да, и как и московские коллеги говорят, что витамин С – это кислота. Поэтому давайте его в нормальных дозах, не надо в высоких дозах. Витамин С вирус не убивает. Но это чревато, когда вы большими дозами глотаете витамин С, это чревато камнеобразованием в почках. Я думаю, никакие такие проблемы никому не нужны. Поэтому если вы пьете какие-то витамины,
Пейте обычные дозы, какие есть. Ну, в период болезни вы можете, например, витамин С немножко двойную дозу попить, 3-5 дней, а потом перейти снова на такие обычные дозы. И для детей вот можно жидкий витамин С, вот Цивикап. Его можно, кстати, взрослым пить по двойной, тройной дозе, но опять-таки я говорю, не длительно. Не надо нам никаких побочных эффектов от витамина С. Только польза. У нас тут вопрос. Надо ли давать? Ой, что-то вот звук пропадает. Можете еще повторить? Надо давать перон свечи использовать. Интерфероновые свечи? Виферон. Ну, вифероновые свечи – это интерфероновые свечи. И я вас уверяю, зря их тоже не надо использовать, потому что никакой защиты от вируса, от интерфероновых свеч не будет. А лишний раз ребенка как бы травмировать все время пирректум, да, засовывать ему эти свечи, потом позывы к туалету, потом у них жидкий стул. Я думаю, не стоит это делать. Есть какие-то определенные показания, когда их можно делать, да, кто-то из врачей их очень часто, мы тоже раньше часто использовали их, но мы отошли. У нас даже были московские схемы, когда неделю, потом еще мы отошли уже от этих свечей, в общем-то, они так сильно особо не работали у нас. Вот ребенку 6 сухой кашель на протяжении температуры нет. Педиатр назначил назоферон и свечи ген. Получили, остается. Сильно потеет. Ну, вы знаете, вообще вот такие... Меня слышно, да, хорошо? Конечно, вот видите, вот эти симптомы, сильно потеет, ребенку сколько, да, может это у него проявление рахита плюс, может это вот эта потливость связана не с простудой. И тем не менее, вот эти симптомы же ничего не говорят, то есть все-таки педиатр должен послушать. Если это всего лишь признаки это заболевания верхних дыхательных путей, ничего страшного, ребенка надо отпаивать, хорошенько делать туалет носа, проследить. Но если вас беспокоит, вдруг одышка появилась или температура держится длительно, конечно, нужно здесь исключать более серьезное осложнение, как пневмонию. Но это должен обязательно послушать участковый педиатр, обязательно. Вот. Поэтому чисто онлайн консультировать таких деток можно как бы косвенно сказать, что это, но тем не менее это должен только как бы послушать врач. Какой показатель какие факторы? Слышно? Вот что-то звук. Да, еще скажите. Какой показательности для и какие факторы летального являются знают. И вот опять-таки я скажу, пока пандемия идет, и говорить показатели летальности, об этих цифрах вам тоже никто конкретно не скажет. Были публикации там в Китае, в какой-то публикации 3 детей погибли, в Америке там еще 1 подросток. Но тем не менее описывались эти случаи летального исхода у детей, именно у детей, у которых с тяжелым приморбитным фоном, то есть у которых были сопутствующие хронические заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, когда почечная хроническая инфекция почек, вот, сахарный диабет, бронхиальная астма. Вот такие дети, которые после операции был случай, то есть вот такие дети, они, конечно, подвергались большему риску летального исхода. Ну, у нас в Кыргызстане пока что мы не слышали, чтобы, слава богу, чтобы дети умирали именно от COVID-19.
Ну и еще хотелось бы сказать, что все даже эти публикации, даже когда у умерших детей находили коронавирусную инфекцию, это не было полным доказательством того, что дети умерли именно от воздействия данной инфекции. Потому что для детей характерна коморбидная инфекция, то есть когда не один вирус работает, то есть на фоне коронавирусной инфекции там активируются другие вирусы, как РС-вирус, он очень такой опасный для детей, мы его и без коронавирусной инфекции очень тяжело выводим таких детей. И этот АД, в общем-то, и в китайских исследованиях есть публикации, когда практически у большей части грипп находили, вирусы гриппа. Поэтому вот такой доказательных, что именно от коронавирусной инфекции, это сопутствующие. Что-то слышно, да, меня? Да, прервалось, Угу. Да. Могут ли болеть домашние животные или являться носителями и заражать людей? Дело в том, что мы же ведь тоже все это видим в публикациях, и практически во всех публикациях домашние животные не могут быть носителями, допустим, они домашние, они и дома и живут, никуда они не должны выходить. Они не могут быть носителями вируса, это тоже все изучается. Да, была одна публикация, где я сама видела, что кошка у кого-то коронавирусной инфекцией заболела, ее тоже лечили. Тоже вот в китайских кроликах даже кошкам маски одевали. Поэтому, конечно, все это будет еще изучаться, но, по крайней мере, вот таких убедительных данных, что животные заражаются от людей, нет таких данных. Стойкий ли иммунитет у переболевших коронавирусом? Могут ли повторно заболеть? Да, это самый такой интересный вопрос, потому что на самом деле, да, очень много публикаций по этому поводу. И опять-таки никто из ученых сейчас вам не скажет, что насколько стойкий иммунитет. Да, считается, что раз вы переболели в этом году данной инфекцией, вы не должны заболеть уже именно в этом году, именно тем же вирусом. Но насколько будет напряжен иммунитет, я имею в виду напряженность, это длительность, то есть на 3 месяца, на полгода, может на год, а может на всю жизнь. Об этом тоже никто сейчас не знает, это все будет изучаться, потому что мир столкнулся с новой инфекцией, вот с коронавирусом. Вот. Но тем не менее, конечно, если по всем законам вирусной терапии, если вы переболели именно в этом году, вы не должны уже повторно заболеть, хотя есть единичные публикации, когда больные, переболевшие коронавирусной инфекцией, они поступали вновь, да, и медики удивлялись, как это так. Поэтому, скорее всего, насколько напряженный, насколько длительный иммунитет, это будет тоже все изучаться, поэтому переболевшие коронавирусной инфекцией все равно, то есть не должны гулять открыто, без масок, то есть тоже должны защищаться. Ну и еще, если взять, например, грипп, да, который еще тяжелее, да, тяжелую пневмонию вызывал, вот от гриппа сделали, да, вакцины, создали вакцины. И опять-таки, видите, вирусы настолько такие коварными оказались, что они меняют антигенную структуру со временем. И тоже не успевает человечество такие вакцины вовремя выпустить. Поэтому считается, что если в этом году вот этот коронавирус имеет одну антигенную структуру, на следующий год оно может видоизмениться, и человек может повторно заболеть. Поэтому пока что достаточно такой открытый вопрос, к сожалению. Витамин D3 для профилактики можно ли давать ребенку летом? Наверное, чтобы поддержать иммунитет, она спрашивает или про рафит, я не поняла.
Ну вот смотрите, когда говорят повысить иммунитет, ну на самом деле иммунитет у человека, да, он есть врожденный и приобретенный. Как приобретает человек иммунитет, это когда человек поражается какому-то агенту, это вирусу или бактерии, и тогда мы вырабатываем иммунные клетки. Вот тогда у нас появляется, да, вот этот иммунитет. Поэтому сейчас говорить о витамине D, безусловно, мы рекомендуем витамин D давать именно в такую погоду, когда солнца мало. Вот, потому что витамин D в организме у деток и у взрослых образуется благодаря солнечным лучам. Но сейчас, в данный момент, вы для себя должны сами уяснить, насколько у вас есть возможность гулять часто с ребенком на улицу. Да? Если у вас карантин или обсервация, ребенок редко выходит на улицу, у него появились потливость, да, облысение затылка, то вы можете по одной капельке аквадетрима дать. Вот. А если вы, допустим, на иссыкуле все время под солнышком, конечно, тогда уже до осени можно и не давать. Поэтому вы для себя тоже это уясните. И, конечно, вы не можете лечебные дозы витамина D3 давать, вы можете только профилактические давать, которые безопасны, то есть по одной капельке, да, 500 мг. Тогда можно давать, да, витамин D, если вы на солнце не выходите, и взрослым рекомендуется. Но это чисто для того, чтобы достаточно ребенок получал витамин D и рос хорошо. Потому что скелетообразование, да, обмен кальция и фосфора именно зависит от наличия витамина D в организме. Вот еще вопрос от подписчицы. Здравствуйте, моему ребенку 11 месяцев. Сейчас болеет гриппом, но часто заполняется. Нос промывать или нельзя, спрашивает. Сейчас вас слушаю, говорит. Угу. Ну, что вы имеете в виду под словом «промывать»? Некоторые родители иногда наполняют физраствором шприц и начинают в нос этим шприцом, в общем-то, поливать носовые ходы у ребенка. Это тоже опасно, потому что вы можете, у нас есть эвстахиевые трубы, вы можете если вы неправильно делаете эту процедуру, то есть заработать еще плюс отит. Поэтому, пожалуйста, можно закапывать, или есть сейчас прекрасные спреи, да, с физраствором. В горизонтальном положении можете брызнуть физраствор и потом вытянуть, опять-таки мы повторяемся, вот аспираторе, да, сейчас есть, почистить хорошенько нос. А вот так шприцом промывать большими дозами воды, конечно, не рекомендуется детям. Тут немножко не по теме вопрос. Ребенку 25 дней, у него белый налет на языке. Что нужно делать, спрашивает. Опять-таки вот белый налет, если его этот белый налет не беспокоит, ну ничего не надо делать, он же на грудном вскармливании. Мы всегда говорим, да, что у детей может быть иногда молочница. Но опять-таки вы сами не можете поставить этот диагноз, это должен посмотреть участковый педиатр. Может быть белый налет от того, что вот ребенок все-таки грудное молоко, да, питается грудным молоком. Вот. Ну и, конечно, если это беспокоит, ребенок беспокойный, если он начинает сосать, да, есть признаки того, что ему больно, он начинает плакать, да, плохо сосать грудь. Вот тогда, конечно, если вы позвоните участковому педиатру, тогда вам, в общем-то, посоветуют, да, обрабатывать рот там или содовым слабым раствором, или у нас была бура в глицерине. А самим вот такие противокандидозные препараты сильные вряд ли нужно назначать без участкового педиатра. Тут еще вопрос от нашей зрительницы на кыргызском языке, на русском озвучу. Ребенку 8 месяцев часто болеет. Как поднять ему иммунитет? Вот он сам себе сейчас и поднимает иммунитет, что болеет, да? То есть нужно дать ребенку спокойно проболеть, да?
Кстати, то, что ребенок, вот раньше мы говорили, часто болеющие дети, это 4-6 раз в год, да, то есть сейчас ВОЗ дает вообще, что дети до года, до 12 раз могут переболеть вирусными инфекциями. Если они его вирусную инфекцию переносят, хорошо, ну, достаточно не тяжело, то есть нет пневмонии, спокойно отнестись к этому, спокойно ухаживать, да, дать ребенку переболеть, то есть за носиком, если температура поднялась, дать жаропонижающие, вот. И отнестись к этому спокойно, потому что вот эти страхи родителей, что ребенок заболел вирусной инфекцией, тоже они не обоснованы. Я же уже сказала, что иммунитет вырабатывается при встрече с каким-то агентом. То есть ребенок тоже должен переболеть вирусной инфекцией. Меня слышно, да? Да. Да. Ага. Вот, переболеть. То есть у него как раз-таки иммунитет, вот здесь и свой иммунитет работает. Конечно, плохо, что, когда уже совсем часто болеет. Надо искать причину. Конечно, в семье, да, это могут служить и наследственные факторы, это могут быть и то, что в семье кто-то носитель какой-то хронической инфекции, да, вот, поэтому сначала санировать надо взрослых, и тоже с ребенком все гигиенические мероприятия проводить. То есть наши прям любят и целовать, и облизывать детей, да, мы не рекомендуем детей целовать в губы, в щечки, пожалуйста, и даже в ручки, потому что дети все время руки тянут к рту. Пожалуйста, затылок и другие места, которые сзади у ребенка достаточно сладких мест для обниманий, целований, но лицо мы, конечно, и руки мы не рекомендуем, как это часто делают. И, конечно, дети должны все-таки, такие часто болеющие, отделиться и отдельно спать подальше от родителей, которые могут быть носителями и герпетической инфекции, и хронической ангины, и хронического гайморита. Вот. И не давать этих детей, да, вот, которые часто болеют, контактировать с другими родственниками. У нас бабушки, дедушки начинают обнимать, целовать. Пожалуйста, надо оградить это, чтобы поменьше было контактов. И все-таки дать ребенку отдохнуть немножко от вирусных инфекций, то есть интервал между ними все время удлинять. И опять-таки мы говорим, если вирусная инфекция, ребенок болеет, без осложнений, ну ничего страшного, не надо входить в панику. Еще вопрос тут. Ребенку 2 месяца. Кашляет на протяжении 8 дней. Что можно давать? Вот опять-таки вот такие вопросы были. Ребенку, маленький ребенок кашляет. Ну, понаблюдайте за ним. Может, он откашливает то, что не должен проглотить. Те же сопельки, да, которые стекают по задней стенке. Если он подкашляет 1-2 раза в день, ну, ничего страшного. Но откашляет то, что он не должен проглотить или чем-то он не должен подышать. Если это уже более часто тревожит вас, что ребенок кашляет, он стал плохо кушать или стал вялым, тогда, пожалуйста, нужно обязательно, прежде чем, вот я не могу вот онлайн сказать, дайте вот такое лекарство, дайте такое лекарство. Нет, конечно. Надо выяснить причину кашля, то есть вызвать участкового педиатра на дом. А если это ребенок прекрасно себя чувствует, иногда откашливается, тогда это ничего страшного. Кашель – это тоже защитный рефлекс, который может быть у ребенка. Тут еще вопрос от жительницы. Можно ли каждый день мазать детям оксалиновую мазь? Нет, конечно, нельзя. Оксалиновая мазь – это тоже как противовирусная мазь. Ее часто нельзя мазать. Это тоже могут быть побочные эффекты. Если даже прочитать инструкцию, все об этом написано. Ну, если оксалиновая мазь, да, она может и при герпетической инфекции, даже я помню себе, у меня не оказалось под рукой ничего, оксалиновой мазью герпес у себя на губах вылечила. Вот. Пожалуйста, не надо его каждый день использовать для ребенка, тем более ребенок же ваш не ходит каждый день на работу или
контактирует с кем-то. Да, если дома кто-то болеет, может быть, для защиты в течение 5 дней это можно поделать. Или вы ходите на улицу, тогда можно поделать, но часто нет, нельзя. Тут еще вопрос. Здравствуйте, дочке 11 месяцев, и до сих пор не прорезался ни один зуб. Нормально ли это? Нормально ли это? Ну, ничего страшного. Самое главное, там зачатки зуба, если есть, вы видите же, что зачатки зуба есть. Обычно беззубые дети, когда маленькие, улыбаются. Если там твердые зачатки зуба есть, дождетесь, все равно никуда не денутся, эти зубы, они прорежутся и целее будут с возрастом. Это вот бывает очень редкий случай, когда нет зачатков, и тогда это редкие патологии, да, и я больше чем уверена, что у вас все с этим будет нормально. Тут еще вопрос. В случае, в условиях сегодняшнего дня в городе, сегодняшних условий, точнее, нужно ли получать плановую вакцину? Или пока не ходить в поликлинике? Ну, сейчас все поликлиники работают по приказу. Конечно, желательно было бы, чтобы ребенок получил прививку. Но опять-таки в период пандемии это ваша поликлиника только может решить, то есть создать условия для того, чтобы делать эти профилактические прививки. Вот при Советском Союзе у нас был День здорового ребенка, да, мы никогда не смешивали и взрослых, и детей, то есть через отдельный вход дети получали совершенно здоровые прививку и уходили через этот же выход. Тогда, конечно, было бы хорошо, если бы вы делали эти прививки, но это будет решать именно ваш участковый педиатр, ваш ГСВ или ЦСМ, где вы наблюдаетесь. Но, конечно, хотелось бы вот в таких условиях, когда идет вот такая обширная пандемия, обширное заражение, ну, прям сильно беречься. Поэтому, пожалуйста, прививки, если есть возможность в поликлинике, безопасно для вас, для ребенка, то я имею в виду безопасно заражение коронавирусной инфекцией, пожалуйста, получайте эти прививки. Если дома у вас никто не болеет, все здоровые, нет риска заражения, тогда эти прививки можно получать. Тут вопрос от кормящей мамочки. Говорит, что из симптомов ломит кость, болит голова, заложенный Что можно вот при ГВ ей? В смысле, кормящей матери вы имеете в виду? Да, и ребенка как обезопасить, спрашивает. Ну, если она ребенка кормит грудью, она, конечно, должна продолжать кормить грудью, но при этом пойти помыть руки мылом, одеть ему 2-3 маски, наверное, вот, чтобы ребенка не заразить, и кормить дальше ребенка, а самой лечиться. Да, продолжать, потому что заражение через грудное молоко коронавирусной инфекции, даже по литературным данным не было такого, чтобы выявляли в грудном молоке этот вирус. Но дети были склонны заражаться этой коронавирусной инфекцией именно от мамы, да, если она не одевала маску. Поэтому бутылочки все, руки моете, маску одеваете, когда кормите ребенка. И подальше как бы от ребенка находиться. Все-таки за ребенком должен следить здоровый член семьи. И покормила, и отгородилась. Тут еще вот только так вы можете защититься. Что можно пить, употреблять для профилактики, чтобы не заразиться? Спрашивают, можно ли пить анафероны, эргофероны, орбидол? Понимаете, вот эти все противовирусные препараты, это же не специфическая защита. То есть эти все противовирусные препараты, они не действуют на какой-то вид клеток, да? Потому что есть иммуномодуляторы, которые мы действительно назначают строго по анализам крови. А это не специфическая иммунная защита, то есть повышает общий иммунный фон.
Они, в принципе, я считаю, они безвредны, но и говорить о том, что они вас полностью защитят от вируса, тоже не могу сказать, потому что сейчас от коронавирусной инфекции, как бы вы видите, нет таких этиотропных средств. Но повышать тонус общего организма, да, в принципе, можно, да, то есть профилактически можно, а потом, видите, дело в том, что все равно родителям хочется защититься, и мы иногда, когда наши дети болеют и часто болеют, мы не понимаем, что кроме лечебных средств еще есть психологическая такая взаимосвязь, да, чем чаще мама беспокоится, тем чаще дети болеют. И это уже прям это, даже и говорят же, не думай про это, сами себе заказывают болезнь. И многие дети, когда родители выходят на работу и забывают зачастую о своих детях, они меньше болеют гораздо. Поэтому просто надо психологически родителям успокоиться. Вот. И если вдруг ребенок заболел, спокойно к этому отнестись, просто пролечить ребенка. И не плакать, что вот мы несчастны, наш ребенок болеет, у других не болеет, у других тоже дети болеют. Сейчас такое время, что детки, конечно, да, слабенькие. Тут у нас еще вопрос от мамочки, только немножко не по нашей теме. Давайте прочитаем. Ребенку 4 месяца. В день какает по 5 раз. Раньше такого не было. Кушает нормально, хорошо. Температуры рвоты нет, ребенок активный. Дело в том, что вы же понимаете, что стул у человека зависит от питания. То есть, что мы съели, то должно и выделиться. Поэтому надо, конечно, просмотреть, если ребенок себя хорошо чувствует, если стул не настолько жидкий, значит, возможно, она и перекармливает от большой любви своего ребенка. Посмотрите, просмотрите, что вы дали ребенку, какую-то, может быть, жирную пищу, или если ребенок на грудном вскармливании, переберите то, что вы ели. Вот, и, пожалуйста, если что-то вы съели, свою диету, пересмотрите, жирное уберите, фрукты пока уберите, вот такие, которые могут вызвать жидкий стул. И у ребенка также не перекармливайте. И если стул нормальный, да ради бога, пусть сходит, ничего страшного в этом нет. Но если стул жидкий, опять-таки мы говорим, что жидкий стул – это тоже самоочищение организма. И поэтому мы даже обучаем, что мы не боимся жидкого стула, мы боимся обезвоживания. То есть, если стул жидкий, то после каждого жидкого стула почистите ребенка, поменяйте все, сделайте туалет слизистых, вот, чтобы не было мацерации. И если жидкий стул, обязательно после жидкого стула надо отпоить жидкостью 50-100 мл. То есть сколько потерял жидкость, столько ребенок должен получить. И в этом ничего страшного нет. Тут, по-моему, та же кормящая или другая, говорит, что ей прописали эргоферон при грудном вскармливании. У нее пошла аллергия. Что можно вместо этого препарата? В смысле, мамочки? Да, она себе, видимо, спрашивает. Ну, видите ли, это вы, наверное, лично связываете аллергическую реакцию именно с эргофероном. Я еще не видела, чтобы от данного препарата у кого-то аллергия была. Это такой казуистический сейчас случай. Нужно пересмотреть, что, возможно, аллергия была от чего-то другого. Вот. И я это первый раз слышу, потому что насколько мне известно, этот препарат еще противоаллергическим свойством обладает. Вот. И пересмотрите еще раз, потому что причиной, скорее всего, было что-то другое. Что-то вы другое съели. Тут очень много вопросов про витамин D3. Вот еще мамочка спрашивает, ребенку 11 месяцев сражение на искусственном вскармливании. Нужно ли давать ей витамин D3? Вот посмотрите, вы же, если вы на искусственном вскармливании, вы же видите, там обычно в смесях добавляется очень много витаминов.
И в каждой смеси нужно инструкцию прочитать, посмотреть. Если со смесью ребенок получает витамин D, то вряд ли нужно дополнительно получать АКВД-3. Но если на искусственном скармливании вы видите признаки рахита, то есть и мало гуляете с ребенком на улице, да, то есть не получаете солнечные лучи, тогда, конечно, опять-таки профилактическую дозу по 1 капельке можно давать. А если нет признаков, то прочитайте инструкцию в своих смесях. Тогда не надо давать. Не слышно, да? Уже слышно. Слышно меня? Что-то я не слышу. Слышно меня? Вот повторите. Ага, вот сейчас голос появился. Можно ли ЦВК для взрослых спрашивают? Абсолютно можно. Абсолютно. Там в инструкции написано, поскольку, я говорю же, в период вот острого заболевания можно даже и двойную, и тройную дозу попить дней 5, а потом все на обычную дозу переходить. Опять-таки вот лошадиные дозы, конечно, не рекомендуются. Еще спрашивают, 6,5 месяцев ребенку. Сколько дней нужно давать? Сколько дней нужно давать? Капель? И по сколько капель? Там у вас в инструкции есть все, по там месяцам, прям да? откроете, по да, по-моему, по 8 капель, может, по 8 капель на стакан воды в течение дня. В общем-то, вы можете это давать, но в течение 10-20 дней. Ничего страшного в этом нет. Это будет курс. То есть мы не говорим все-таки на постоянно давать. 10-20 дней. Сейчас еще полистаем вопрос. Дочь болела дней 15 назад. Все симптомы ковида, потеря вкуса и обоняния, суставы болели, немного температурила. Лечилась и сейчас не проходит боль в горле. В каком горле стоит, говорит. Не страшно ли это? Ну, вот эти признаки заболевания, они могут быть и при ангине. То есть надо было, конечно, проконсультироваться с врачом, да, как вы лечились. Потому что сейчас из-за того, что идет пандемия, могут быть и простые вирусные инфекции, то есть слово «простые» можно убрать, и другие вирусные инфекции, да, кроме коронавирусной. Вот. Если 15 дней она переболела, ком в горле, оно может быть и по разным другим причинам появляться, то есть не из-за того, что болеет ребенок, а может это психологическое такое состояние тревожности. Вот. Это надо дифференцировать. Если нет температуры, ком в горле, ну давай ограничимся теплым питьем, если у нее аппетит хороший. И, конечно, надо, да, если это подросток, это и психологические моменты надо учесть, и эндокринологические моменты учесть. Поэтому здесь, конечно, нужна дополнительная консультация или эндокринолога, или невропатолога. Зависит от того, насколько это будет выражено. Насколько важна самоизоляция в замедлении распространения вируса? Вот когда говорят самоизоляция или вот эти карантинные мероприятия, вот если взять суть пандемии, она остановится, если хотя бы 75% населения земного шара или нашего Кыргызстана переболеют данной вирусной инфекцией.
А вот эти карантинные мероприятия, они только могут приостановить, то есть приостановить заражение или даже кому удастся вообще избежать этого заболевания. Вот. Дело в том, что да, мы рады бы были бы все переболеть, но видите, он настолько коварный, и мы не знаем, у кого это бессимптомно пройдет, у кого легко, тяжелее, у кого тяжело. И, конечно, не хотелось бы терять никого. Вот, к сожалению, да, и медиков, и у многих родственники. Это очень такой болезненный вопрос. Вот. Поэтому и не только в нашей стране, во всех странах здравоохранение не было готово к такой пандемии и к такому болезненному исходу, да, и для того, чтобы хотя бы разгрузить наши больницы, вот эти карантинные мероприятия каждая семья должна для себя продлить. Вот очень плохо было, что как карантин у нас закончился, все рванули куда-то на улицу, друг к другу в гости, можно было всего этого избежать. А потом, опять-таки повторюсь, если в семье кто-то заболел, 14 дней у вас карантин, те, кто не заболел. А те, кто заболел, плюс еще 14 дней. То есть у вас должна быть обсервация. И дети в семье заболевшего, не выпускайте их на общие игровые площадки. Они могут без симптомов вирус. Те дети заражаются и приносят в свою семью этот вирус. Вот таким образом все это произошло. Вот. И я знаю семьи, которые с внуками начали встречаться, и никто же и не верил, что именно с ним это может случиться. Поэтому сейчас надо как бы помогать друг другу хотя бы тем, чтобы не заражать друг друга, то есть и помочь здравоохранению как-то немножко разгрузиться. Да, чтобы нагрузки не было. И вот меня просто удивляет иногда, дома вроде болеют, и детей выпускают на улицу, а вы видели китайские ролики? Они остановили вирус, они не победили его, они остановили его благодаря карантинным мероприятиям. Если вы откроете YouTube, вы увидите множество роликов, когда дети в масках. Они там и щели делают на глаза, и дети маленькие уже привыкли к этим маскам, без масок не соглашаются выходить, да? Поэтому надо своих детей приучать к дисциплине. Я часто вижу, толпа детей идут, куда идете мороженое покупать. Ну, извините, мороженое тоже на улицу. Сейчас ко мне приходит ребенок, звонят, ребенок объелся мороженого, горло болит. Ну, дорогие родители, вы же все представляете, вы должны все знать, что переохлаждение является одним из основных факторов всех вирусных инфекций. Поэтому будьте осторожны. Я не говорю, что надо отказаться полностью от мороженого, но купите дома как-то его, согрейте, хотя бы сделайте так, чтобы это было комнатной температуры. Прям все хотят мороженое, я знаю, что в детстве все любят, и не только дети, взрослые. Но надо поберечь себя, конечно. Тут у нас еще несколько кормящих мамочек, которые пишут, что у них положительный ковид, и можно ли продолжать кормить, как ребенка, как себя вести с ребенком. Ну, у нас вот такой уже ответ был, и еще раз повторюсь, грудное вскармливание, конечно, надо ребенка кормить. Как же ребенок без грудного вскармливания? Вместе с грудным молоком ребенок получает не только питание, но очень много защитных, да, получает защиту. То есть есть антитела уже готовые, материнские, да, которые встречались уже с разной инфекцией. Поэтому кормить ребенка обязательно нужно продолжать, но контактировать с ребенком не надо часто. Покормили, одели, конечно, мы говорим одну маску, но я все время говорю, одевайте 2-3 маски, руки мылом помойте. Старайтесь не дышать на ребенка, но отверните. Это все равно, это же передача воздушно-капельная. И защищать ребенка от заражения. А с грудным молоком нет таких данных нигде, что и через грудное молоко заражались коронавирусной инфекцией. То есть контактировать с ребенком только во время кормления и стараться другому члену давать. Да, здоровому члену надо
в общем-то, ухаживать за ребенком. Но если это приходится все самой делать, конечно, ну, нежелательно, но а что делать, да? И поэтому одевайте маски все время, ну, ради ребенка каждые полчаса меняйте уже. Или проглаживайте. Все это только карантинные мероприятия. Только это спасет ребенка. Тут очень много еще пишут. Спасибо большое за эфир, за полезную информацию.